Добрый вечер, с вами Ирина Ефимова и программа «Якутия Лайф». Как говорил классик, в России всего две беды. И вот одну из них мы сегодня и обсудим. Плохие дороги портят настроение не только водителям, но и пешеходам, и велосипедистам, и мамам с колясками. Но эта проблема решается. В 2021 году в Якутии планируют отремонтировать 216 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительные работы уже начались на 14 объектах из 24. Масштабные работы пройдут в этом году на дорогах Умна, Самга, Анабар, Мюрю, Абалах и других. А в городе Якутске отремонтируют 48 километров автодорог. А это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. На каких улицах будут идти работы, в какие сроки это сделают и как это повлияет на дорожное движение, разберемся вместе с нашими гостями. Сегодня у меня в студии начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Северина Владимировна Архипова. И по скайпу с нами на связи начальник отдела ГИБДД МУ МВД России Якутская, подполковник полиции Сергей Николаевич Мартынов и заместитель директора МКО «Главстрой» по дорожному строительству Афанасий Васильевич Александров. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Задать свой вопрос или высказать мнение зрители могут по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp отправить сообщение на номер 8 914 235 0502 или позвонить нам в студию в прямой эфир по телефону с 8 41 12 42 14 39. Ирина Владимировна, 48 километров дорог, это почти 50 километров, это очень много, да? Какие улицы и какие, где в городе и в пригородах, на каких улицах это будет, да? Хочу уточнить, будет не 48, а 49 километров дорог. 49, да. Точно, почти 50, значит, я не наврала. Да. И общее число объектов, значит, у нас составляет 44 объекта улично-дорожной сети. Туда входят мероприятия по строительству подъездных дорог к землям многодетным, это в селе Тулагина и Табага. Также мы будем ремонтировать очень много объектов в пригородах. Это в селе Пригородный, улица Интернациональная, также Мархе. В селе Хатаса у нас улица Пляжная, Набережная, Совхозная. Также мы не забываем и Тулагина, это улица Николаева, улица 26 подъезда и улица Молодежная. И 40 лет Победы в селе Маган. Ну и также у нас с прошлого года ведется работа по окружному шоссе, это от Жарницкого до Вилюйского тракта. Она будет, значит, доделываться в этом году? Да, в этом году. И еще какие улицы в Якутске? Так, также еще улицы у нас по Якутску. Тут мне, наверное, поможет Афанасий Васильевич. Да, Афанасий Васильевич. Сейчас подключится. Афанасий Васильевич, тут вот нужно помочь. Да, какие улицы в городе будут ремонтироваться? У нас в этом году планируется улица следующая. Старый Покровский тракт, Ивана Кульбертинова, Пирогова, Клара Цеткина, Хатыгуранское шоссе до карьера. Следующий объект — проспект Ленина. Мы начинаем в этом году. Объект капремонта на 3 года планируется. Планируем от участка Кулаковского до Октябрьская. В этом году планируется работа по выносу коммуникаций, по замене слабого грунта и закупке материалов. Спасибо. А можно я вот от себя и от своих соседей задам вопрос, что с улицей Ельминская будет? Так. Я отвечаю, да? Да, Афанасий Васильевич. Так. Ильминская, да, у нас этот объект, переходящий на 2 года. В этом году также планируется работа по выносу коммуникаций, ремонту газопровода низкого высокого давления и замене слабого грунта. Асфальтовые работы мы планируем в следующем году. То есть участок от Чайковского до Билибина. Так, понятно. То есть в этом году только раскопают все. А автобусы, они так и будут тоже в объезд ездить, да?
автобусы в период строительно-монтажных работ будут вестись по улице Винокурова. Всё понятно. Ладно, спасибо большое. Сирина Владимировна, также в городе реконструируют дороги, которые ведут к социально значимым объектам. Это медучреждения, садики, там, туристические места. Вот о каких этих объектах идет речь и сколько их будет? Да, действительно, мы улучшим транспортную доступность объектам. Это получается по центральной улице, по проспекту Ленина. Это школа номер 1, реабилитационный центр «Радуга». Также мы затрагиваем дороги, которые ведут к социальным объектам пригорода. Это в селе Пригородном, к садику «Жемчужинка», к школе номер 12, Мархе, к школе номер 1. Также детским садам 81, 79, 109. Всего 22 объекта из 44 улиц, которые непосредственно будут ремонтироваться в этом году. Спасибо. Сергей Николаевич, а можно мне показать? Да, Сергей Николаевич, вот летом и так в городе напряженный трафик, постоянные пробки. Как все эти работы повлияют на организацию дорожного движения? Какие улицы будут перекрывать? Добрый вечер. Так, вы все знаете, что у нас, по примеру, прошлых годов, да, происходит перекрытие улиц, у нас транспортный поток и затруднение перекрестков. Поэтому в этом году мы организациям производить работу без полного перекрытия. Работы вводиться по полосам. Ну а также еще, чтобы они проводили мониторинг на перекрестках, чтобы, соответственно, производили корректировки светофоров на перекрестках. Ну, помимо этого, еще будем доводить до населения объездные пути. И также будут пересмотрены маршруты. То есть обойдемся без перекрытия улиц, да? Так. Да, но если будет перекрытие улицы, то это будет, чтобы было производиться не так. А что изменится для водителей или для движения общественного транспорта после ремонта? То есть, может быть, как-то автобусные маршруты пойдут по дорогам, которые уже удовлетворяют. Может быть, где-то там сделают полицейского лежачего или светофор перенастроят. Ну, ремонтные дороги у нас в течение дорожных, ну, чтобы безопасно было. Там, где были грунтовые дороги, также будут обустроены автобусные остановки и пешеходные тротуары, соответственно. Ну и также обустройство освещения будет. Иван Купертинов на данный момент так освещение. Спасибо. У нас есть вопросы с горячей линии. Вот что планируется с улицей Новая в 103-м квартале? Во время дождя грязь пройти невозможно, в сухое время пыль красная стоит столбом. Недавно прошел грейдер выровнял дорогу, тогда машины стали летать как на трассе. Просим нашу просьбу не оставить без внимания. 103-й квартал, улица Новая. Ну да, действительно. Ну, улица Новая, скорее всего, не вошла по плану до 2024 года, но при этом те улицы, которые не вошли, мы также планируем продолжить комплексный подход по ремонту дорог уже, наверное, после 2024 года, с 2025 года. Пока, да, мы будем вести работу именно по грейдированию, содержанию, по ямочному ремонту. Но придется потерпеть полностью. Так, хорошо, понятно. Мне говорят, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, задавайте свой вопрос, пожалуйста. Это объездная дорога вас беспокоит. 6-й маршрут у нас закрыли в связи с ремонтом. Мы не против ремонта. Трубы уже уложены.
И мы, пенсионеры, дети, инвалиды, ходим пешком 1,5 километра до ближайшей остановки. Пожалуйста, пустите нам обратно шестерку. Спасибо. Хорошо, да. Ваш вопрос, да, действительно очень болезненный. В период ремонта именно по маршрутным автобусам мы рассматриваем. Но, скорее всего, мы, возможно, запустим именно автобус после окончания ремонта. У нас в этом году как раз заканчивается объездная дорога, сдается в эксплуатацию. Думаю, что придется еще немного потерпеть. Но мы рассмотрим другие варианты именно заезда автобусов именно на тех участках, где ремонт завершен. Так, спасибо. Афанасий Николаевич, а какие улицы отремонтируют в 2021 году, а на каких работы продлятся? Ну, с переносом на следующий год. Ну, вот как Ильминская моя. Так, из 40... хорошо. Из 44 объектов у нас 8 переходящих. Это улица Винокурова, Ильминская, Бабушкина и Труда. Ну и проспект Ленина. Ильминская, Бабушкина, Труда и проспект Ленина. Да. А, кстати, вот как с проспектом Ленина, это же центральная улица, его будут перекрывать или будут как-то по полосам? Вот мы планируем работу провести по участкам. То есть мы в этом году планируем от Кулаковского до Октябрьской. И работу будут вестись по полосам, без полного перекрытия. На первом этапе будет что сделано? Когда начнут? На первом этапе будет производиться работа по выносу коммуникаций, замене слабого грунта и работа по коллектору водоканала. А это будет мешать водителям, там у нас автобусы по проспекту ходят почти все? Да, действительно. На этом участке маршрута транспорт мы исключаем. Полностью они будут курсировать по улице Орджоникидзе и Ярославского. А когда начнут-то все-таки? Работы в конце мая мы получаем заключение экспертизы и начинаем конкурсную процедуру. То есть в конце июля, в начале августа, то есть планируется работа. Сергей Николаевич, по поводу проспекта Ленина, все-таки это одна из самых загруженных наших улиц. Как передвигаться в период ремонта будут автомобили и автобусы особенно? Так, мы пересматриваем Так, что-то. улицы Ярославского, Орджоникидзе. Ярославского, Орджоникидзе, то есть в объезд, да, автобусы пойдут? Ага. Да. Но у них... Также будет, когда-нибудь смотрим работу светофоров на прилегающих перекрестках. Данный пример, он показал себя в прошлом году на перекрестке Дзержинского, Черяева, Петра. То есть основные потоки так были, давали больше времени. Спасибо. Сюрина Владимировна, есть что добавить по проспекту Ленина? Да, действительно, это основная магистральная улица нашего города, которая действительно очень сильно загружена непосредственно маршрутными автобусами. Мы сейчас уже разработали по каждому маршруту схемы объезда, именно по участкам. На период, получается, этого года у нас объезд будет именно участка от Кулаковского до Октябрьской. Вот именно на этом участке у нас автобусы будут проезжать через Орджоникидзе и Ярославского. Все автобусные маршруты. То есть какие-то по Орджоникидзе, а какие-то по Некоторые, Ярославскому, да? По Ярославскому. Там действительно, да, мы распределяем по нагрузке, по количеству пассажиропотоков. Хорошо. А скажите, а какие-то новые технологии будут применяться при ремонте дорог? Да, с 2019 года, как началось у нас работа по нацпроекту
безопасные и качественные автодороги, где-то около 15 объектов мы применяем метод холодного ресайклинга. То есть это повторная переработка того же асфальтобетона, который имеется на автодороге. То есть использование, Да, того же ну, экологичное использование того же материала, Да, да? Как бы получается. безотходное, Безотходное производство, да? Ну и экономия, естественно. А кто будет подрядчиком? Уже понятно? Да, действительно, основная часть аукционов у нас уже прошла. Из подрядчиков у нас, ну, это основные подрядчики, которые с нами работают по нацпроекту с 2019 года. Это Инвест Дорстрой, Дорстрой, Дорис, Рик Автодор. У нас выиграли также, ну, участвовали в конкурсах. И ООО «Альянс Строй 2007». Ну, это из основных вот больших таких подрядчиков, которые постоянно с нами работают. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну почему после ремонта улиц делают цветники вдоль дороги? Ведь они же заужают вот, проезжую часть. Это относится к улицам Севастопольская, Пушкинская, Губина, Жарницкого от рынка строительного. Спасибо. Спасибо. Афанасий Васильевич? Сирена Николаевна, ответите? Или... Афанасий Васильевич здесь, наверное, да. Афанасий Васильевич, слышали вопрос? Да, я отвечу. Да, слышали вопрос. Имелось в виду, наверное, зеленое насаждение, а не цветники. Да, цветники Это именно. делается для разделения транспорта и пешеходного потока. Чтобы уйти от металлических ограждений, мы сажаем зеленую зону. Но вот тут вопрос Вот в для том, этого что если целей. не делать зеленую зону, тогда дорога может быть шире. Нет, ну у нас городская категория, то есть ширина проезжей части 3,5 метра, мы ее выдерживаем в любом случае. Сергей Николаевич, у вас есть что добавить по этому вопросу? По ширине дорог? По безопасности? Когда при ремонте проспекта Ленина будет предусмотрено только ограждение будет, ну, вместо также будет предусмотрены дороги протяжении улицы Ленина, поэтому Ну, то есть, с вашей точки зрения, с точки зрения вот ГИБДД, нужны эти цветники или нет? ну, это они предусмотрены просто спускаются. Ладно, спасибо. Афанасий Васильевич, а что касается ранее отремонтированных дорог? Вот на Курашова и Пояркова разрушается тротуар. 24 мая подрядчик должен начать исправлять ситуацию. Где еще, на каких еще объектах подрядчики отрабатывают свои гарантийные обязательства и устраняют замечания? Так, с 1 апреля по объектам 2020 года у нас состоялся комиссионный выезд для определения именно гарантийных объектов. У нас по списку 19 объектов попадает. И сроки их устранения до конца июня. Допустим, вот по Яркову-Курашову подрядчик уже вышел на эти работы. Так, вот у нас, спасибо, у нас пришел вопрос на горячую линию. Здравствуйте, почему во время работы на дороге водосточные лотки не делают? И почему дорожные знаки стоят посреди тротуара? Ну, тут хочется сказать то, что именно водоотводные лотки у нас могут быть предусмотрены при видах работ, таких как строительство, реконструкция, капитальный ремонт. При видах работ, таких как просто ремонт, мы не можем просто делать
водоотводные лотки. Но при этом, да, действительно, вопрос водоотведения у нас очень остро стоит по городу Вообще в Якутску. целом по городу, да. Да, если даже говорить о том, что у нас 150 километров дорог в городе Якутске, из них только 47 километров имеют водоотводные лотки. Это даже меньше трети Вот получается. именно. И не все они справляются уже с тем потоком, который действительно у нас уже ну, имеется. Ну и здесь действительно мы уже плавно перешли к другому вопросу, да, то, что действительно острая проблема водоотведения. Да, в целом. Сейчас перед нами действительно стоит очень большая задача. Здесь необходимы очень много, скорее всего, финансовых затрат. Действительно, тут, возможно, даже для решения проблемы водоотведения в целом по городу Якутску потребуется миллиарды сумм, действительно. Сейчас эту работу мы уже начинаем. И перед нами уже поставлена задача руководством города. Мы работаем на сегодняшний день уже с правительством Республики Саха-Якутия в части увеличения именно тех сумм дотаций, которые они нам предоставляют по выполнению столичных функций. Да, то есть мы с ними уже тут отрабатываем по суммам, по планам работ. На сегодняшний день уже мы начинаем работу по разработке схемы водоотведения. Мы предусмотрели средства на разработку данной схемы. Сейчас уже идет подготовка технического задания и аукционной документации. Спасибо. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, я хотел задать вопрос ГИБДД, во-первых. Когда поставят светофор возле поста ГАИ на выезде с Магана, возле ДТР, потому что там невозможно ездить. И во-вторых, вот все время говорят город, город, город. Когда будут делать дороги в Марке? Там только на тракторе. Спасибо. Вопрос понятен, Сергей Николаевич. Вот первая часть вопроса вам по поводу светофора возле поста ГАИ на Маган. Потому что там на данном перекрестке будет предусмотрено. Что? Сейчас пока готовится проектная документация. Ага, то есть светофор будет, готовиться проектная документация, правильно я вас поняла? Так, ну, правильно, да, светофор будет. А когда? Круговое движение будет предусмотрено. Круговое движение. Это Афанасий Васильевич. Да, разрешите, я добавлю. Да, давайте. В настоящий момент у нас плохо со связью. идет разработка проекта сметной документации улицы Можайского от участка улицы Пилотов до улицы Строда, Марха. То есть этот участок у нас будет в виде четырехполосный с разделительным барьерным ограждением. А вот участок именно Маганского тракта и Можайского, у нас там два варианта. Либо будет светофорный объект, либо будет круговая развязка. А что будет? Кто это будет решать? Что будет? И когда это будет? Ну, сейчас ведется работа с проектной документацией. А почему зимой нельзя было подготовить проектную документацию, чтобы сейчас уже начать что-то делать? Как раз таки зимой начали эти работы. То есть зимой были выполнены работы по геологии, по изысканиям. Сейчас ведутся работы по проектированию. Понятно. У нас этот объект переходящий на 3 года. На 3 года. То есть в течение 3 лет там что-то появится. Или круговая развязка, или светофор. Правильно я поняла? Да. Спасибо. Сирина Владимировна, Центр управления регионом фиксирует сообщения в соцсетях. Зрители, кстати, могут оставлять комментарии под постами в аккаунте ЦУР-14. Так программа заметит обращение быстрее, и человек быстрее получит ответ. И вот что якутяне пишут в ЦУР. Почему не обязывают ремонтировать улицу тех, кто там все прокопал, проводил трубы? Почему из бюджета все должно восполняться? Ну, я бы не согласилась с данным вопросом. У нас работа ведется. Земляные работы у нас ведутся на основании ордера на земляные работы. Ордер на земляные работы у нас выдает МКУ СГХ, служба эксплуатации городским хозяйством. Непосредственно нам заявляется ресурсник,
Он проходит полностью согласование со всеми структурными подразделениями, непосредственно с теми же ресурсниками, у которых там же имеются сети, и получает ордер при соблюдении всех этих требований. В том числе они нам предоставляют гарантийные письма о том, что после выполнения строительно-монтажных работ, земляных работ, данный участок будет восстановлен. Непосредственно контролирует данный вид работы также служба эксплуатации городским хозяйством. И если у вас есть действительно где-то случаи, где вы видите, что подрядчик не выполнил до конца, не восстановил дорожное полотно, я думаю, что вы также вправе обратиться непосредственно в окружную администрацию, либо напрямую в службу эксплуатации городским хозяйством. Они непосредственно должны проконтролировать данный объект и данные виды работы. Светлана Владимировна, мы с вами немножко обсудили, значит, сложный вопрос по водоотведению, да, и вот еще один такой сложный вопрос по застройщикам. Потому что новые дома строят, но часто бывает, что подъездных путей нету к новостройке, да. Например, на улице Полины Осипенко, она вся в глубоких ямах, лужах, дом стоит, а подъехать никак. То есть вот кто должен этим заниматься? Город или подрядчик, строительная фирма, которая вот строит дом? Можно ли их сразу обязать к новостройке сделать подъезд? Да, действительно, здесь очень такой спорный, дискуссионный вопрос. Да? Кто должен непосредственно заниматься именно подъездными путями. Здесь просто вопрос стоит в чем? При комплексной застройке мы можем совместными усилиями планировать свои работы. То есть застройщик строит многоквартирные дома, мы планируем там социальные объекты и подъездные пути, дороги. Но у нас есть, даже не есть, но вообще ведется практика по городу Якутску точечной застройки. Да, действительно, здесь уже непосредственно жильцы новых домов страдают от этого. Здесь мы уже планируем провести, рассматриваем нормативно-правовые акты по возможности работы совместной уже с застройщиками. Да, действительно, мы принимаем данную проблему, и ее необходимо решить. Здесь мы предлагаем застройщикам уже отрабатывать вместе с нами, уже комплексно сотрудничать, если они нам будут предоставлять планы своей застройки, чтобы мы успевали, у нас уже бюджетный процесс также ведется, который утверждается на 3 года, чтобы мы совместно прорабатывали, на 3 года планировали свои виды работ. То есть синхронизировали просто, да, синхронизировать все наши планы развития именно застроек города. Вопрос только стоит в этом, действительно, синхронизации наших планов строительства и благоустройства совместно. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Да, девушка, я не вижу вас в эфире. Вот я телевизор смотрю, в эфире я вас не вижу. Может быть, с задержкой, а может быть, вы другой канал смотрите. Я смотрю, вон тема ремонта и перекрытия дорог. Да, спрашивайте, у вас задержка, наверное, сигнал немножко идет. Говорите. А кому говорить-то? Как кому? Мы вас слушаем в студии. Вы уже в эфире. Уже в эфире? Да. Вы сейчас не услышат меня, я смотрю, совсем другой разговор идет. Слышат вас все. Да вы что? Хорошо. Почему 50 лет советской армии, начиная от улицы Кальвица до улицы, на паром идет улица, почему там нет вообще живой дороги? Там все раздолблено, все. Сейчас начнется наводнение, пойдут грузовые машины, фекалки, все это. Почему у нас нет? Я на легковой машине не могу проехать. Я не могу, это сейчас. Ее никогда не делают в жизни. Подсыпать камушками, которые через пару дней это все камни выбили. А сейчас пойдут большие грузовые машины, 30-тонные КАМАЗы. Спасибо. Вопрос про 50 лет советской армии. Да, давайте действительно, отвечать. 50 лет советской армии очень проблемная улица, мы все ездим по ней, да. Мы поставили ее в план, она у нас будет ремонтироваться в 2024 году. С 2022 года мы начнем проектирование данной улицы. Улица довольно-таки протяженная, необходимо действительно очень щепетильно подойти к проектированию, чтобы в дальнейшем не было остальных проблем, как водоотведение, также, возможно,
другие иные там какие-то проблемы, так как данная улица также сопрягается с гидротехническим сооружением дамбой по города Якутска, поэтому здесь вопрос очень будет сложный. Но да, она в планах у нас есть, и мы планируем ее отремонтировать в 2024 году. Скажите, а какие другие технологии применяются вот при проектировании таких улиц, по которым ездят большие грузы именно? Это же, ну, не все улицы у нас такие в городе. То есть дополнительная нагрузка, там, износ, как-то по-другому считается это? Ну да, естественно, при проектировании мы стараемся применять вот эти новые технологии, которые появляются вот по России. В том числе сейчас мы отрабатываем и начинаем, ну, собираемся уже, планируем работу с Синет Спаркс. Они за свой счет планируют провести мониторинг тех дорог, которые уже отремонтированы, насколько качественно выполнены работы. Также они планируют провести за свой счет ремонт по новым технологиям любую улицу по городу Якутску. Сейчас они ведут отбор, как бы изучают полностью ситуацию по городу Якутску. И в скором времени, наверное, мы уже увидите где-то в новостных пабликах, что какая-то улица будет строиться в рамках сотрудничества Синет Спаркс и по новым технологиям. Вот еще вопрос на горячую линию. Приведите в порядок улицу Новокарьерная. Ни тротуара, ни дороги, грязь. Это в Сайсарах. Афанасий Васильевич, у нас Новокарьерная в планах Каких-нибудь есть? Ну, у нас пока план 2024 года в разработке, пока еще не попала. Понятно. Также, а вообще вот после эти вот 25-го. улицы, которые стоят на 24 год, да, до 24 года они так и будут разваливаться или что-то с ними будут делать? Нет, конечно, у нас работа-то ямочная никогда не заканчивалась. Помимо того, что у нас ведется работа по национальному проекту безопасной и качественной дороги, параллельно мы ведем ямочный ремонт совместно с Якутдорстроем. Также будет продолжаться грейдбирование, ну и приведение в соответствие там, где действительно необходимо те или иные виды работы. Содержание всегда будет. Ну и вот известно, что в Якутске с этого года планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Вот что она из себя представляет, что это такое? Что она даст горожанам? Да, это действительно такая будет очень сложная, интересная программа. Это программный продукт, благодаря которому город Якутск сможет управлять транспортными средствами по городу Якутску, транспортными потоками, можно сказать даже. Мы сможем контролировать наши транспортные средства, которые непосредственно эксплуатирует город Якутск. Это средства Скандия у нас вот ездит по городу, чистит от пыли, от песка дорожное полотно. Также мы сможем контролировать маршрутные автобусы полностью. То есть если где-то видим, что идет задержка, либо автобус может съехать с маршрута, да, ввиду там аварии или каких-то неполадок. То есть это все мы будем видеть непосредственно у себя на экране, на карте города. В режиме онлайн? В режиме онлайн, да, действительно. И как бы те или иные ситуации как бы приводить в соответствие. Ну, допустим, если автобус, простыми словами, съехал с маршрута, то есть мы уже даем сигнал. Мы отправляем следующий автобус туда. Резервный автобус. А помимо этого, также мы можем онлайн также контролировать транспортные потоки с путем контролирования светофоров. То есть, да, полностью мы можем уже, то есть у нас в центре управления могут видеть карту города Якутска. Если они видят то, что у нас в час пик видит то, что есть пробки, он может уже напрямую регулировать светофоры. Ага, то есть пробок не будет? Не должно быть. Слушайте, ну очень здорово. Спасибо вам большое за ответы на наши вопросы. Тема дорог всегда вызывает споры и волну возмущений. Даже на нашей горячей линии. Ну что ж, сегодня в эфире были у нас начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Северина Владимировна Архипова, начальник отдела ГИБДД МО МВД Якутская
подполковник полиции Сергей Николаевич Мартынов и заместитель директора МКО «Главстрой» по дорожному строительству Афанасий Васильевич Александров. Благодарим зрителей, что так активно присылали свои обращения, звонили. Те сообщения, горячие линии, которые не успели прозвучать в эфире, мы передадим гостям, чтобы вопросы наших зрителей решались быстро и не оставались без ответа. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Тысячи девушек Якутска выбирают личи. Будь стильной вместе с нами. Торговый центр «Айсберг», 2-й этаж.